лыжи, ледянки, коньки. Вот некоторые атрибуты по-настоящему активной зимы. Правильно говорят, что холода не повод впадать в депрессию, ведь всегда можно найти чем заняться. Даже дома. Например, взять пульт, нажать в нужное время на нужную кнопку и насладиться свеженьким, буквально с пылу с жару, выпуском информационно-развлекательной программы «Студия 11». Чем будет наполнен наш сегодняшний инфозабег, узнаем из анонса. Прочувствуй медвежью силу. Игра как часть коми-фольклора. Черная роза. Этот цветочек в вазе не поместится. Диалог с подростком. Сходим с окольных путей и выстраиваем общение правильно. Национальные черты, бытовой уклад народа и его мировоззрение можно понять, погрузившись в фольклор. Какая же вырисовывается картина у нас, в Коми? Наши люди славились страстью к охоте и рыбалке. Еще бы, кругом леса да реки. Потому, например, в сказках эта сторона вырисовывается очень отчетливо. Да что уж говорить, не только в сказках. Детки с самых пеленок воображали себя славными охотниками, мерили силушкой и играми тематическими развлекались. Подробнее в следующем ролике. А сейчас я познакомлю вас с настоящими коми-соревнованиями, называются «Ошка-тыш» – борьба с медведем, где вы можете проверить свою настоящую силу. Ребята, сейчас нам нужно разделиться на пары. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Ножки у нас вместе, палочка у нас именно по центру, там, где держатся у нас ножки. Крепко держимся за палку. И на счет «эти-к-куин», раз, два, три, мы перетягиваем палку на себя. «Эти-к-куин». Сейчас мы познакомились с игрой, с комбинациональной игрой, которая называется «Ошка-тыш» – борьба с медведем. Почувствовали свою силу и силу медведя. Комнатные растения не только украшают квартиры, но и вносят в интерьер нашего дома жизнь. Вот только иногда некоторым цветоводам не удается сохранить жизнь самому цветку. Неправильный уход, перелив, грунт, подобранные не под конкретные растения. И все, ваш цветочек не жилец. Правда, есть такие горшочные, которые не погибнут даже при апокалипсисе. Например, алоэ. На редкость живучие, готовы переносить любые невзгоды и лишения растения, летом жару, зимой холод, тень и солнцепек, долгое отсутствие воды и бедную каменистую почву. При этом замечательный целитель лечит все от пореза до чахотки. Еще один комнатный цветок – плющ. Он преображает не только пейзаж, но и интерьер, цепляясь за ниточки и веревочки, заботливо протянутые от шкафа до окна. Карабкаясь по стенам, плющ способен украсить самую невзрачную комнату. А есть и такой цветок, который не требует ни полива, ни солнечного света. Он цветет в стенах Национального музея и носит гордое, даже мистическое название – черная роза. Перед нами друза горного хрусталя «Черная роза» весом 270 килограммов. Уникальный экспонат Национального музея Коми. Слово «друза» означает группу сросшихся кристаллов. Эта черная роза найдена в 1983 году на месторождении Желанное в Интинском районе. Кварц в нашей республике начали разрабатывать еще с 1930-х годов. Полвека его добывали для электронной промышленности СССР. Позже, когда стали выращивать искусственные кристаллы, добычу природных переориентировали. Стали использовать жильный кварц. Основным месторождением кварца в России является именно Желанное на Приполярном Урале, открытое в 1948 году. Причем качество нашего горного хрусталя превосходит все остальные известные в стране залежи минерального сырья. Это наша история. Как общаться с подростками? Этим вопросом задаются, наверное, практически все родители. Ведь подросток – это еще не взрослый человек, но уже и не ребенок.
Молодой человек уже яро отстаивает свои и прощупывает чужие границы, ищет свое «я» и активно взаимодействует с миром. К тому же, порой подросток может быть очень импульсивным. О том, как общаться с детьми в пубертате, рассказала Людмила Нестерова. Отношения ребенка подросткового возраста и родителей иногда бывают натянутые. Почему? Ну, дело в том, что к подростковому возрасту подходит такой период, когда ребенку пора отделяться, так называемая сепарация от родителей, от мамы. И, соответственно, когда ребенок начинает все больше понимать, что он хочет сам в этой жизни, да, он начинает это проявлять и высказывать. И вот в подростковом возрасте это наиболее ярко проявляется, поскольку личность уже практически сформирована, да, и, соответственно, ребенок все больше заявляет о себе, какой он, какие у него жизненные ценности и какой путь развития он в дальнейшем выбирает для себя. Соответственно, если этот путь, может, по каким-то причинам не совпадает с родительскими представлениями, в этом плане могут быть конфликты и разногласия. А этот возраст, он у всех одинаковый или у каждого он свой? То есть там у кого-то 12, у кого-то 17? Да, на самом деле здесь нет каких-то четких рамок, определений, да, все всех всегда индивидуально. Как правило, с 12 до 18 лет подростковый возраст проходит вот в эти периоды, может быть, у разного человека, да, то есть у разных людей по-разному, в разный период может возникнуть такой бунт. Да, бунт на самом деле, я думаю, был у всех. И, мама, если ты на нас сейчас смотришь, прости меня, пожалуйста, за мой подростковый период. Людмила, все-таки вот как родителям общаться с тем ребенком, который красит волосы в красный, говорит, что он хочет проколоть себе пупок, бровь, да что угодно, и пытается таким образом самовыразиться? Нужно ли его, так скажем, останавливать? Или все-таки нужно принять, простить и сказать, перерастет? Ну, здесь тоже, как всегда, как правило, все индивидуально, да, все зависит от ситуации. Вот, но в целом для ребенка в семье вообще очень важно принятие. Принятие его таким, какой он есть. И это принятие уже с самого начального этапа, да, помогает ребенку проходить все жизненные кризисы. И вот, подходя к подростковому кризису, до этого ребенок ведь уже еще несколько возрастных кризисов прошел, да, и если он был принят на тех возрастных этапах, то, соответственно, подростковый возраст ему и легче переживать, да. Но вот если какие-то были сложности и трудности там, то здесь в подростковом возрасте они с еще больше силой проявляются, да, и, соответственно, ребенок заявляет о себе, требует, чтобы ему дали быть таким, какой он есть. Как относиться родителям? Ну, конечно же, опять вернемся к этому самому важному принятию, да. Нужно выслушать, для чего ребенок хочет себя изменить, свою внешность, да, понять, какие причины. В диалоге со взрослым ребенок, может быть, и передумает, а может быть, и как-то изменит, да, свое решение. Вот. Но на самом деле самое главное ребенку, это, конечно же, нужно, чтобы его принимали, ценили и уважали его решения. И тогда, конечно, он будет ценить и уважать решения своих родителей. Любой кризис – это сложно, любой подростковый кризис – это в 10 раз сложнее. Поэтому, дорогие родители, крепитесь, принимайте своих дорогих детей. Людмила, спасибо вам большое за такой краткий экскурс в мир подросткового пубертата. Спасибо. На самом деле зима девица очень фотогеничная. Куда камеру не наведи, везде красиво. То ли из-за снежной шубы, то ли потому, что белый цвет идет всем без исключения. Снимки, которые я вам сейчас покажу, думаю, мои слова подтвердят. Внимание на экран. В объятиях снежной зимы тоска по лету сама собой улетучивается. Но воспоминания порой освежают фотографии и видео, которые за эти самые теплые 92 дня успели собрать. Вот я смотрю иногда на летние снимки и расплываюсь в улыбке. Хорошо было. Но будет еще лучше. Своим северным летом на своем YouTube-канале поделился блогер Генрих Немчинов. Давайте посмотрим.
Издавна, после дня Ивана Купалы 7 июля, коми народ шел в лес, чтобы собирать веники. Тогда, по коми у галика, срок давности становился выше, листья крепче. И вот мы сегодня находимся в лесу, чтобы собрать веники. А сейчас вам открою секрет, как быстрее собирать веники. Повторяйте в лесу такие слова. Ваймен галик, 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 галиквай. Земли и неба не было. Было болото и на нем кочки. Болото выступает как метафора изначальной неразделенности воды и земли. Болото – это иное пространство времени, где для живого человека не только нет твердой почвы под ногами, но и время изменяет свой ход. Считается, что нельзя долго оставаться на болоте, иначе в голову ударит запах болотных трав и перестанешь замечать, как идет время. Реальное галлюциногенное воздействие болотной флоры нередко осмысляется в народной традиции как действие со стороны сил, обитающих в ином мире или на границе с иным миром. Для сказок и быличек коми типичным является мотив нахождения унесенных нечистой силой или пропавших без вести на территории болота. Как правило, их находят полностью обнаженными или изодранной в одежде. В коми считается, что на болоте ни в коем случае ничего нельзя оставлять из личных вещей и одежды. Путь по болоту в фольклорных текстах и в быту всегда рассматривается как опасное для человека путешествие, предполагающее возможную встречу с обитателями иного мира. На болоте хорошо, но все равно не то. Может, по речке покатаемся? Дискотека дискотекой, но, как говорит коми народ, уштага дни на мошед. Без работы ничего не добыть. Главная добыча летом у северян – это сено. Его косят на заливных лугах через речку от села. Так как у нас река Печора, а она широкая, лошадей перевозят на баржах. Не успели и глазом моргнуть, как половина пути пролетела. Вот так всегда бывает, когда находишь единомышленников в своей информационно-развлекательной дороге. Студия 11 берет небольшой перерыв. Совсем скоро мы увидимся на голубых экранах. Не переключайтесь. Счастье – это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума. Эти слова принадлежат духовному учителю Будде, основателю одной из 3 мировых религий. Смысл в этой фразе есть, потому давайте наполнять нашу чашу, это я имею в виду голову, только той информацией, которая укрепляет состояние счастья. В эфире «Студия 11» и вот анонс второй части программы. «Пою Богу моему» – акварельные работы прямиком из Иерусалима. Спокойствие, только спокойствие. Вид спорта, который не прощает трясущихся рук. Все бывает в первый раз. Знакомим ребенка с парикмахерскими ножницами. И сразу окунемся в бескрайние, я бы даже сказала, безграничные океаны искусства. Недавно этнофутурист Юрий Лисовский на своей странице ВКонтакте поделился новой работой под названием «Усыпление коронавируса». На своей странице автор отмечает, что закончил полотно в 2 ночи. Потому очень хотел спать. И надеется, что коронавирус тоже изрядно подустал. Что ж, остается только верить в силу мыслей и искусства. А в Национальной галерее нашей республики открылась необычная выставка. Подробнее об экспозиции Мария Пермякова. Картина есть поэма без слов. И правда, каждое изображение может о многом нам поведать. Живопись сестер Гефсиманского монастыря в Иерусалиме рассказывает о разных странах от России до Австралии. Написаны произведения в нескольких частях света. Но ни одной географии примечательны эти полотна. Это произведение искусства, и одновременно это иконный образ, то есть духовный. Они наполнены не только, конечно, всеми признаками хорошей, высокой такой живописи, но и это образ Святой Земли. Вот чем все это и ценно. Святая Земля – место, где однажды побывал Христос, изображена практически на каждой работе. Создают пейзажи в паломничествах. В монастыре у сестер много забот и возможности творить практически нет. В путешествиях времени тоже немного, поэтому рисовать приходится быстро.
Техника акварель, в которой, кстати, и представлены работы, похожа на путевые заметки. Увидишь нечто прекрасное и тут же запечатляешь на бумаге, не теряя времени. Краска в этот же миг высыхает и навсегда сохраняет момент. Дорабатывают работы уже гелевой ручкой. Интересно отметить, ни под одной из работ не указан автор. Таким образом, сестры монастыря напоминают нам о том, что всего, что мы делаем, автор один. Ведь это наш Небесный Отец творит все нашими руками. Руками монахинь Господь творит добрые дела, а руками сестер Гефсиманского монастыря еще и произведения искусства. Главное отличие обители – творчество и особые реликвии. Монахиня Варвара в первую очередь рассказывает о знаменитых слезах Моисея. Просто камень. Араб, мусульманин, находит такой камень. Здесь шел Моисей, вел народ израильский из Египта на Святую Землю. Разбивает этот камень. И там внутри получаются глаза. Арабы называют это слеза Моисея. Вы видите, кварц там блестит, как слезиночка. Здесь представлены уникальные предметы со Святой Земли. Например, травы из Иудейской пустыни. Пустыни, по которой, согласно преданиям, пророк Моисей целых 40 лет вел за собой людей. Запах у трав завораживающий. Возможность прикоснуться к высокому есть у каждого, кто посетит выставку «Пою Богу моему». Экспозиция работает до 1 января. Этот вид спорта требует спокойствия, терпения, умения сосредоточиться. Здесь не надо быстро бегать и высоко прыгать. Не надо пытаться повалить соперника на лопатки. Здесь надо вовремя нажать на спусковой крючок. Спортивная стрельба. В республике немало тех, кто ею увлекается. И спортсмены регулярно привозят медали с крупных соревнований. Как сейчас развивается этот вид у нас и чем живет Федерация по пулевой и стендовой стрельбе, узнал мой коллега Северин Арпа. Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о достижениях Федерации стрельбы. Регулярно слышим в СМИ какие-то сообщения о том, что наши спортсмены куда-то съездили, хорошо постреляли, привезли медали. Какие достижения за этот год можете обозначить? Ну, этот год буквально у нас очень удачный получился. Считаю, начиная с июня месяца, когда девочки выиграли командный чемпионат страны, такого в жизни у нас в республике никогда не было. Вот, и потом уже следующие соревнования, 4 или 3 крупных соревнования, девочки везде в призерах. А почему такие результаты, как вы считаете? Результат общей работы Федерации, спортсменов самих? Это общие усилия и нашей Федерации полевой стрельбы, тренеров и, естественно, самих спортсменов. Стрельба – это же прежде всего оборудование, экипировка. Что на этот счет можете сказать? Как вам сказать? Ну, вид спорта очень дорогой. Он всегда считался спортом элитным, вот, в смысле не отношения, а вот именно экипировки, оружия. В прошлом году министерство приобрело для Паршуковой и Сысоевой две очень хорошие винтовки, которые сейчас стоят 220 тысяч рублей. Подрастающему поколению тоже пытаемся сейчас достучаться вот до бизнеса бы нам. Ну, что-то коммерсанты к нам не очень сильно стремятся, хотя вид спорта очень престижный. Он практически весь год на слуху, и хотелось бы, чтобы на нас бизнесмены обратили внимание, хоть чем-нибудь нам помогли. С какого возраста можно заниматься стрельбой? Ну, стрельбой с 10-11 лет. И то надо смотреть по комплекции ребенка, потому что у них позвоночник еще слабенький, вот, чтобы не навредить организму. То есть Там же все подбирается индивидуально, да? Конечно, конечно, все индивидуально. И следим за здоровьем, чтобы не позвоночник, все было все хорошо со здоровьем у ребят. Какие качества развивают занятия стрельбой? Стрельба – это, во-первых, терпение, это внимательность, это трудолюбие, это усидчивость, дисциплина, которая вот сама стрельба дисциплинирует детей вот, сама по себе. То есть вот ребята, которые занимаются где-то уже года 2-3, и просто не узнать, какими они приходили. Откуда больше у нас стрелков? Из районов, может быть, или есть из города? Ну, вы знаете, в основном, конечно, город. Здесь и возможностей больше, будем так говорить. И чтобы родители даже сами оружие покупают, экипировку тоже, что-то школы покупают, что-то федерация помогает. Вот. Ну, сейчас из последнего у нас
Очень хорошие результаты показывает поселок Подь Кайгородского района. Там тренер Сирии Андрей Михайлович у нас есть. Очень плодотворно работает. Вот. Воркута. Когда ближайшие старты до Нового года будут еще? И следующий старт уже все только в конце января, командный чемпионат страны опять. Что пожелаете жителям республики? Все-таки 100-летие в этом году. Жителям республики здоровья, следить за собой, вакцинироваться обязательно. Вот, потому что повторяют везде, но здоровье самое главное. А остальное, я думаю, что приложится. Спасибо вам, успехов, золотых медалей. Спасибо огромное. Приходите. Приходите в стрелковый спорт, мальчики и девочки. Вы замечали, что дети всегда эмоциональнее взрослых? А все почему? Ребенку куда легче обрадоваться самым простым вещам, ведь он очень многое видит или делает впервые. Именно поэтому первое купание в бассейне такое богатое эмоциями, а первый снег заставляет вашего малыша буквально расплываться в улыбке. А мы, взрослые, со всем этим сталкивались неоднократно. Вот и не реагируем на все так бурно. Как подготовить малыша к первой стрижке, расскажет специалист. Как подготовить ребенка к первой стрижке малышей? Это относится к детям до года, ну или чуть старше. Да? Самое первое, наверное, правило, которое нужно учитывать, это ребенок должен быть прежде всего здоров, когда вы приводите ребенка в салон. Следующий момент, ребенок должен быть все-таки сыт, потому что нервничает ребенок, соответственно, тоже плохо сидит. Когда вы приводите первый раз ребенка в салон, обязательно с ребенком разговаривайте. Расскажите, куда вы идете, зачем вы идете, что вы будете делать. Лучше, если вы дома поиграете в игру с ребенком, парикмахерская, да? Есть такие игры, где он будет и клиентом, и мастером, предположим. То есть он будет знаком. Следующий аспект, если у вас есть уже свой мастер, предположим, семейный, да, там отцы, братья, дедушки ходят уже к какому-то своему парикмахеру, приведите заранее ребенка, чтобы он посмотрел обстановку, чтобы он видел, что его родные и близкие радостно, да, реагируют на стрижку. Обязательно возьмите любимую игрушку у малыша, бутылочку с водой. Да. Вы можете сейчас много у детей любимых мультфильмов, мелодии какие-то. То есть это все будет ребенку способствовать комфорту в кресле парикмахера. Обязательно захватите с собой одежду сменную для ребеночка, потому что дети не любят, когда сковывают их движения, и ребенок может просто не разрешить одеть пеньюар, например, на себя. Да? Соответственно, он будет сидеть в своей одежде, и она запачкается, и потом вы сможете поменять, и ребенку тоже будет хорошо. Не выбирайте сложных стрижек. Во-первых, это первая стрижка. Да? Во-вторых, сами можете наблюдать и видите, что волосы у детей растут неравномерно, они еще тоненькие, первые волосики. И еще последний момент я хотела бы сказать, что мы знаем, что у маленьких детей остаются так называемые родовые корочки на голове. Да? Родители, если вы знаете, что у ребенка они еще не сошли, обязательно предупредите мастера об этом, потому что расческой, да, можно их поранить, повредить, и ребенку неудобно, будет больно. Ну и самое главное, конечно, чтобы родители были настроены позитивно, и все будет отлично. Вторник – прекрасный день. Вроде и рабочая неделя только началась, а вроде уже и до ее середины недалеко. В любом случае, неважно, какой сейчас день недели, главное, чтобы вы были в хорошем настроении. А я надеюсь, нам удалось сделать его лучше. В эфире была программа «Студия 11». Не болейте. Пока-пока.